Добрый вечер, дорогие телезрители. И в эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И в студии Михаил Кукуюк и Константин Попудренко. И вначале коротко о главном. Глава Крыма Сергей Аксенов забыл, как зовут его подчиненного муфтия Крыма Эмирали Эфенди. В том числе из денег, которые пришли, надо на Ханский дворец достаточно значительную сумму выделить. Арина Владимировна, вам персонально по Ханскому дворцу план мероприятий. Мы с нашим уважаемым муфтием Самуэлем Эфенди говорили, то есть по этой ситуации. Нам не послышалось? Он и вправду сказал «Самуэль». Серега, проблемы с памятью или, может, что-то пошло не так? А вы знаете, что означает фамилия Аксенов? Это чистая правда. Фамилия Аксенов восходит к мужскому имени Авксентий. Этот род имел дружбу со многими благочестивыми мужами своего времени. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такими темпами скоро Великобритания одарит вас титулом сэра. Только представьте, сэр Гей Аксенов. А что неплохо, как для крымского чиновника. Многие россияне до сих пор смотрят телевизионную рекламу моста в Крым, видят себя едущими по этому самому мосту в машине. Как бы не разочаровать россиян. Но вам осталось только достроить этот мифический мост и машину купить. Кстати, половину денег на Крымский мост уже потратили на эту самую рекламу. В этой связи в правительстве Крыма скандал. Люди обвиняют чиновников в некомпетентности. И правильно делают. Давно пора. Не могли за 2 года выяснить, кому и сколько надо занести, чтобы получить выделенные деньги. Судя по последним новостям из Российской Госдумы, россиян ждет новый закон. Достигшие пенсионного возраста лица строят мост в Крым, а деньги отдают банкам для погашения долгов валютных ипотечников. В Симферополе отпраздновали День чтения. Цель мероприятия – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром, как возможность с помощью звучащего слова передать свои мысли и эмоции другому человеку. Крымским чиновникам приходят поистине светлые идеи, особенно после прочтения книги «1000 лучших идей». Ну а если писать книгу о современном Крыме, то, скорее всего, это будет монография психиатра. И вообще, читайте побольше книг, дорогие россияне, ведь некоторые из них для этого специально и написаны. Продолжая тему моста. Керченскому мосту быть. По крайней мере, некоторые крымчане все еще в это верят. Верить – это одно, а вот реально что-то уже делать – это уже другое. К примеру, голландский стартап MX3D готовит проект, с помощью которого роботизированная система 3D-печати позволит строить мосты прямо в воздухе. Да, технологии не стоят на месте. Его и вправду можно напечатать. Правда, с помощью робота, а не гоблина. Кстати, первый пешеходный мост появится в Амстердаме уже в следующем году. А вот Керченский мост в следующем и в последующих годах не появится. Ну а если вдруг он когда-то и будет построен, то мы знаем, как его испытать на прочность. Нужно будет согнать на него всех крымских чиновников. Если мост не обрушится, значит хороший. А если наоборот, то прекрасно. В Севастополе появились лифты, которые не возят пассажиров, а вместо этого круглосуточно исполняют гимн России. И работают они потому, что ожидают прокурорской проверки. Лифты, исполняющие гимн, стоят на первых этажах домов с открытыми кабинами. Сколько в Севастополе неработающих музыкальных лифтов, не уточняется. Ну что, отличная идея сходить в лифт и заодно гимн послушать. Лепота. В Симферополе оккупационные власти вручили 3 новорожденным мальчикам повестки в армию на 24 января 2032 года. Об этом сообщило так называемое Министерство юстиции полуострова.
Повестки были вручены вместе со свидетельствами о рождении в рамках акции России «Славные сыны». А интересно, в России оружие нужно с собой приносить? Или в армии дадут? Но, тем не менее, молодые родители уже произнесли клятву, адресованную своим деткам. Теперь ясно, когда эти детки предадут свою присягу. 24 января 2032 года. Вы все говно! Вы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Сразу после аннексии Крыма деятели российской культуры подписывали письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина на полуострове. Сегодня же самые практичные из них намерены развивать собственную деятельность на оккупированных Россией украинских территориях. Так, режиссер Никита Сергеевич Михалков уже сделал заявление о Ялтинской киностудии. Он планирует взять ее под свою опеку и возрождать. Но не только Михалков имеет виды на Крым. Актер Михаил Пореченков, пострелявший в свое время в Донецком аэропорту по силам АТО, создает в Симферополе новую киностудию «Крым-кино». У них в планах даже сделать целый киногород. То, что из-за кризиса на том же Мосфильме закрылись десятки кинокартин, павильоны стоят пустые, и сценаристы, и режиссеры без работы, это никого не смущает. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила увольнять чиновников, которые утратили доверие. Соответствующий законопроект был внесен в крымский парламент. Это кто ж тогда работать будет? Предлагаем вам начать с себя. Как мы можем видеть из заявления Поклонской, некоторых научили грамоте лишь для того, чтобы они нагляднее демонстрировали свою дурь. А вот наш так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что после окончания курортного сезона в сентябре будет принято принципиальное решение в отношении незаконных строений, вплоть до сноса самовольно установленных малых архитектурных форм, по примеру Москвы. Мы даже не знаем, которые здания нужно сносить. Хотя зачем? Где потом будут заседать наши крымско-татарские политики? Власти Крыма рассчитывают, что полуостров в этом году посетят более 6 миллионов туристов. Глава Крыма также заверил, что все объекты, размещенные в республике, будут получать электроэнергию без ограничений, и выразил уверенность, что подавляющее большинство туристов останутся довольны крымским сервисом. Вот пройдет лето, а уже в сентябре все предприниматели Крыма должны будут написать сочинение в налоговую «Как я провел лето». Кстати, правительство Крыма наконец-то разрешило россиянам заплывать за буйки. Отдыхайте, не стесняйтесь. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами были Михаил Кукуюк И Константин Попудренко. И напоследок хотели бы обратиться к крымским чиновникам. Берегите чистоту, неземную природу нашего полуострова. Отдыхайте у себя, в Сочи. И все будут добры. До побачення.